В интервью РФА «Уйгур» Джевхер Ильхам, дочь уйгурского академика профессора Ильхама Тохти, который находится в плену у оккупантов Китая уже 10 лет, запросила у правительства Китая доказательства того, что он жив. Джевхер подчеркнула, что за последние 10 лет ее семье разрешалось навещать Ильхама Тохти только каждые 3 месяца в период с 2014 по 2017 годы. 15 января минуло ровно 10 лет с тех пор, как оккупационное китайское правительство похитило Ильхама Тохти, известного уйгурского интеллектуала, всемирно известного своей борьбой за права уйгуров. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, премьер-министр Ли Цян встретился с председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в рамках Всемирного экономического форума, проходившего в Давосе, Швейцария. Швейцарская уйгурская ассоциация и Общество защиты исчезающих народов отреагировали на эту встречу. В письменном заявлении по этому вопросу обе ассоциации особо подчеркнули ответственность Ли Цяна за подавление уйгурского и тибетского народов. На примере Китая очевидно, что предоставление лидеру страны, управляемой диктатурой, права выступать на международном форуме без решения проблемы политики геноцида, подрывающих права человека, противоречит международным правам человека и моральным ценностям человечества. Канада определила 85 китайских исследовательских институтов на предмет потенциальных угроз национальной безопасности. По данным Canadian Global News Network, 16 января правительство Канады опубликовало список из более чем 100 иностранных исследовательских институтов в Китае, России и Иране. В список включены такие известные учреждения, как Китайский национальный оборонный технологический университет, Китайская академия военных наук, Пекинский университет аэронавтики и астронавтики, Харбинский инженерный университет, Хуаньский университет, Сычуанский университет, Тяньцзинский университет и Сианьский технологический университет. Эти названные учреждения привлекают внимание своей деятельностью, которая потенциально может нанести ущерб национальной безопасности Канады. Введенные ограничения на экспорт чипов в Китай удалось обойти компании NVIDIA, которой удалось создать чип, обходящий санкции. Согласно документам, полученным агентством Reuters, Китай все еще может покупать чипы у NVIDIA. Усилия США по полному прекращению доступа Китая к передовым американским чипам для искусственного интеллекта и вооруженных сил оказались тщетными. При этом в самом Китае покупка или продажа высококачественных американских чипов не является незаконной. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все более одинокая Россия становится зависимой от Китая как в военном, так и в экономическом плане. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, фон дер Ляйен сказала, что Россия оказывает большее давление на своего восточного союзника, поскольку она не достигла своих политических целей. Бельгийские профессора международного права призвали общество принять участие в деле о геноциде, которое Южная Африка подала против Израиля в Международный суд. Совместное письмо 19 ведущих профессоров права в Бельгии было опубликовано в газете «Де Морген». В письме подчеркивалось, что Бельгия, являющаяся стороной Конвенции о геноциде, обязана действовать, когда возникает серьезный риск геноцида.